С прошлой нашей встречи прошло 2 недели. За этот период времени зарегистрировано 77 преступлений, в том числе 2 убийства, 1 тяжкое телесное повреждение, 3 изнасилования, 2 грабежа, 8 краж государственного имущества, 45 краж личного имущества, 7 случаев злостного хулиганства, 8 случаев дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 2 человека и ранено 10 человек. Задержаны за управление транспортом в нетрезвом состоянии 45 человек. Доставлено медицинский вытрезвитель за 2 недели 58 человек. За мелкое хулиганство задержано 15 человек. В отдел внутренних дел в нетрезвом состоянии доставлено 20 человек. А теперь подробнее начну с тяжких преступлений. 24 апреля в милицию поступило заявление о розыске ушедшего из дома 14 апреля гражданина Кларова, 1976 года рождения. В этот же день в районе кладбища села Иенгра был обнаружен труп Кларова с признаками насильственной смерти. Работниками милиции это преступление раскрыто, ведется следствие. 1 мая в 13:30 в отдел внутренних дел поступило сообщение о том, что в районе стада номер 20 совхоза «Золотинка» обнаружен труп гражданина Степанова, 1932 года рождения. Первоначальными следственными действиями установлено, что он скончался от черепно-мозговой травмы. Установлено лицо, совершившее преступление, проводится расследование. Еще одно преступление уже успело обрасти в нашем городе слухами. Так, 1 мая в 20 часов в квартире 99, дома 79 по улице Геологов обнаружен труп Бесединой Елены Васильевны, 1934 года рождения. При вскрытии установлено, что смерть наступила от удушения. Проводится расследование обстоятельств преступления. Подробности мы вам сообщим попозже. 5 мая в 3:30 утра в магазине номер 65 по улице Чуропчинской сработала сигнализация. При выезде группы захвата отдела охраны в магазине был задержан гражданин Борисов, 1970 года рождения, без определенного места жительства и работы. На задержанном обнаружены украденные вещи. С наступлением погожих дней выехали на улицы города и поселков мотоциклисты. Но вот беда. Оставляют свои мотоциклы без присмотра, возле домов. Наверное, берут пример со своих старших товарищей, владельцев автомобилей. Поэтому еще раз напоминаем, что в последнее время участились случаи угона автомототранспорта и краж запасных частей и личных вещей с автомашин, оставленных у домов. Только с начала года зарегистрированы 10 случаев угона и 11 краж автомототранспорта, 44 кражи автомотозапчастей и личного имущества из машин, в основном автомагнитол. Так, в ночь с 26 на 27 апреля угнан автомобиль «Нива», оставленный возле дома номер 17 по улице Дружбы народов. Машину с повреждениями удалось найти в поселке Хатыми. Преступники устанавливаются. Поздно вечером 30 апреля в поселке Чульман угнана машина ВАЗ-2121, госномер 5738 ЯКР, оставленная на улице Геологической. Автомобиль с угонщиками задержан работниками милиции в городе Тында. 3 мая в дневное время от подъезда дома номер 15/1 по улице Комсомольской был угнан мотоцикл «Минск», госномер 4777 ЯКВ. До настоящего времени мотоцикл не найден, и таких примеров можно привести много. В наше трудное время, время всеобщего дефицита, нет только дефицита излишнего доверия, а проще нашей с вами халатности, когда без присмотра оставляются личные вещи, деньги, квартиры, что позволяет преступникам путем свободного доступа завладевать имуществом таких рассеянных. Читая оперативные сводки, просто диву даешься, как легко мы оставляем практически на виду то, что в наше время так трудно приобрести. Участились и случаи краж кошельков из карманов, сумок, которые носим открытыми и часто не сразу обнаруживаем пропажу. За 4 месяца этого года зарегистрировано 114 краж личного имущества, осуществленных только путем свободного доступа из квартир, предприятий, учреждений и организаций. Как правило, эти кражи очень трудно раскрываются. Приведу несколько примеров, которые, возможно, будут для вас большим убеждением, чем просто призывы быть внимательными всегда и везде.
Так, 30 апреля днем, за полчаса, проведенных в магазине номер 67, у гражданки Г. из сумочки был похищен кошелек с деньгами в сумме 1300 рублей. 26 апреля в период с 7 часов до 11:30 в детском саду «Северяночка» из кошелька работницы, который она оставила в шкафу в общем коридоре, похищены деньги в сумме 502 рубля. 25 апреля из ординаторской терапевтического отделения Центральной горбольницы путем свободного доступа совершена кража в сумме 90 рублей у терапевта отделения. 26 апреля в период с 14 до 14:30 из подсобного помещения, оставленного открытым в строительном управлении «Углестрой-2», у технички управления похищены деньги в сумме 2121 рубль. 29 апреля с 22 до 24 часов из квартиры дома номер 31 по улице Южной Якутской, оставленной открытой, совершена кража денег в сумме 2500 рублей. И таких примеров можно привести множество. Чтобы уберечь вас от неприятностей, хочу еще раз посоветовать не оставлять без присмотра вещи и деньги, на работе не оставлять открытыми свои кабинеты, в магазинах, в парикмахерских и других учреждениях держать деньги при себе. И в заключение хочу поздравить всех с праздником, ветеранам войны пожелать всем здоровья и долгих счастливых лет жизни. И всем гражданам нашего города быть более внимательными, добрыми по отношению друг к другу. Ведь только доброта спасет мир. До свидания.